По рассказам моей бабушки, 20-е годы прошлого столетия для населения Южной Осетии были трагическими, тяжелыми и трагическими. О чем в настоящее время грузинские власти пытаются всеми правдами и неправдами скрыть исторические факты, которые были в жизни Южной Осетии. Так, из рассказа моей бабушки Слановой Ольги, которая на тот момент времени проживала в селе Братат, стало известно, что из-за боязни физической расправы население ее деревни начали перебираться через горы в Северную Осетию. В этом переходе население и как соседи помогали друг другу. Как стало известно, моей бабушке на тот период времени было 3 года. Во время вот этого перехода большую часть дороги ее нес сосед. В свою очередь, моя прабабушка помогала своей соседке нести новорожденного ребенка. Однако, к сожалению, во время перехода был зимний период времени, и маленький ребенок замерз у них в руках. И, к сожалению, так получилось, что он умер. Также хочу не заметить, а указать, что такой же трагический момент в жизни Южной Осетии был еще и в 2008 году. Тогда же точно население пыталось перебраться на территорию Северной Осетии, а оставшиеся здесь люди пытались выжить кто как мог во время грузинской агрессии, опять-таки же по отношению к Южной Осетии. К счастью, по прошествии этого времени Южная Осетия восстанавливается. 2008 год для Южной Осетии был годом нашей борьбы за победу, за независимость.